В этот день 10 мая родились Валентина Гризодубова, летчица, первая женщина-герой Советского Союза. Юлия Друнина, поэтесса, прославилась своими стихами в Великой Отечественной войне. 10 мая 1907 года в Государственной Думе выступал премьер-министр Петр Столыпин. Именно тогда он произнес свои знаменитые слова, говоря о радикальной оппозиции. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. 10 мая 1906 года торжественно открылась Первая Российская Государственная Дума. 10 мая ушел из жизни советский писатель Юрий Олеша, автор сказки «Три толстяка». 10 мая умер писатель Михаил Салтыков-Щедрин. «Я Эзоп и воспитанник цензурного ведомства». Так о своей писательской доле как-то сказал Михаил Салтыков-Щедрин. Он был одним из немногих людей, кому удавалось совмещать государственную службу и литературное творчество. Правда, зато ему не раз и доставалось от коллег. Мол, критикует чиновников, а сам с ними и работает бок о бок. Одним из яростных критиков Салтыкова-Щедрина был публицист Дмитрий Писарев, который громил чиновничью, а особенно литературную деятельность Салтыкова-Щедрина, которая, по его мнению, не отражала картину реальной жизни. Впрочем, при всей своей язвительности Писарев не мог не заметить таланта писателя. Он обличает неправду и смешит читателя единственно потому, что умеет писать легко и игриво. Везде долг, везде принуждение, везде скука и ложь. А вот так отзывался о своей чиновничьей жизни в Петербурге Салтыков-Щедрин. На одном месте он долго не задерживался, его увольняли за гротескное высмеивание руководства в своих сказках. После литературной повести «Запутанное дело» автор был и вовсе выслан из столицы с формулировкой «за вредный образ мысли и пагубное стремление распространения идей, потрясших уже всю Западную Европу». В Петербург писатель вернулся только через несколько лет после смерти государя Николая I. Впрочем, ссылка в провинцию не помешала Щедрину дослужиться до должности рязанского вице-губернатора. Начальником он был строгим, безжалостно увольняющим за воровство. Сам же не брал ни копейки, хотя за свои многочисленные рукописи получал гроши. Однажды писатель устроил скандал в редакции, заявив, что труд литератора может привести лишь к смерти от голода. И все-таки без творчества Салтыков-Щедрин своей жизни не представлял. Литературный дебют его состоялся в журнале «Отечественные записки». В свет вышло несколько рецензий и 2 повести, опубликованные под 2 псевдонимами Непанов М. и М.С. Однако широкую известность писатель приобрел после цикла «Губернские очерки». У него появился новый псевдоним Николай Щедрин. Рассказы его сыпались как из рога изобилия. И все почти очень жесткие сатирические вещи. Если я усну и проснусь через 100 лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют. Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. Все эти слова вышли из-под пера Салтыкова-Щедрина. Завистников и недоброжелателей у писателя образовалось много. Его называли фельетонистом, забавником, карикатуристом. «Сейчас нет более ненавидимого писателя, чем я», — говорил он. И хотя, чтобы обойти цензуру, он тщательно маскировался своим особенным, иносказительным, как он сам говорил, рабьим языком, но цензура не дремала и в конце концов закрыла журнал «Отечественные записки», главным редактором которого был сатирик. Опалу любимого журнала, где печатался весь цвет русской литературы, Салтыков-Щедрин переживал очень тяжело. Чтобы как-то отвлечься, он погрузился в написание романа «Пашихонская старина», который стал автобиографическим и последним в его жизни. Впрочем, в отличие от современников, потомки по достоинству оценили и весь масштаб уникального дарования Щедрина. Это огромный писатель, гораздо более поучительный и ценный, чем о нем говорят. Широта его творческого размаха удивительна, говорил Максим Горький. У него есть все, что нужно, чтобы завоевать признание народа, вторил Лев Толстой. Сам же Салтыков-Щедрин очень любил творчество Ивана Тургенева, настолько, что в завещании просил похоронить себя рядом с ним. А своему сыну он завещал строки, которые подойдут любому писателю. «Паче всего люби родную литературу, и звание литератора предпочитай всякому другому».